Слово для выступления предоставляется постоянному представителю Жогорку Кеңеша в Конституционном суде Кыргызской Республики Сранов Самат Хуштубекович. Уважаемый судьи Конституционного суда, Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики, рассмотрев ходатайство Токтокуной Талайык Ласкаралиевны о проверке конституционности нормативного положения части 4 статьи 439 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики, выраженное словами, такие определения подлежат пересмотру кассационного порядка одновременно с рассмотрением кассационных жалоб или представления на окончательное судебное решение принятия по данному уголовному делу. Проанализировав вышеуказанное ходатайство, Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики считает приведенным в нем доводы необоснованными, а требования обращающей стороны не подлежащему удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии с частью 1 статьи 1 Конституции Кыргызской Республики, правовое государство, деятельность государства основана прежде всего на верховенстве права, режиме законности, признании и соблюдении прав и свобод человека и гражданина. Согласно части 1 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики, установлено, что права и свободы человека не отчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Они признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых законом и судом от посягательств со стороны кого бы то они не было. Также частью 4 вышеуказанной статьи предусматривает, что законом не могут устанавливаться ограничения прав и свобод человека в иных целях в большой степени, чем это предусмотрено Конституцией. Согласно части 2 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики, конституционные законы и другие нормативные правовые акты принимаются на основе Конституции. В соответствии с этим статьей 1 Уголовного процессуального кодекса отмечает, что уголовно-процессуальное законодательство Кыргызской Республики состоит из настоящего кодекса, основано на Конституции, общепризнанных принципов и норм международного права, а также международных договоров, вступивших в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Также уголовное судопроизводство на территории Кыргызской Республики осуществляется в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики. Кроме того, отмечаем, что в соответствии с частью 1 статьи 2 УПК Конституция имеет высшую юридическую силу и прямые действия на всей территории Кыргызской Республики. В случае противоречия между нормами настоящего кодекса и Конституции действуют нормы Конституции. Согласно принципу верховенства права и законности, установленному в статье 7 Уголовно-процессуальный кодекс, уголовное судопроизводство Кыргызской Республики осуществляется с соблюдением принципа верховенства права, в соответствии с которым человек, ее право и свободу признается высшими ценностями. В соответствии с данным положением Конституции Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики предусмотрены следующие формы пересмотра решений. Первое в суде второй инстанции апелляционного порядка, второе в суде кассационной инстанции, третье возобновление дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Обжалование судебных решений в кассационном порядке урегулировано в главе 51 Уголовно-процессуального Кыргызской Республики. В соответствии с частью 2 статьи 98 Конституции Верховный суд осуществляет пересмотр судебных решений по обращениям участников судебного процесса по гражданским, уголовным, экономическим, административным и иным деловым порядка, определяемым законом. Институт кассационного производства является одним из действенных механизмов исправления судебных ошибок, выступает важнейшей гарантией защиты прав и свобод человека, а в случае их нарушения нижестоящими судами основным способом их восстановления. При этом главной задачей кассационной судебной инстанции является проверка правильности применения норм материального и процессуального права и посредством этого установления единой правоприменительной практики, отвечающей конституционным принципам справедливости и законности. Институт апелляционного и кассационного производства выступает в качестве действенных правовых механизмов исправления судебных ошибок, являясь тем самым важнейшей гарантией защиты прав, свобод и интересов человека. Таким образом, исправление ошибок и правосудие является важным аспектом обеспечения справедливости и эффективности судебной системы, укрепления доверия к правосудию, соответственно уважения к закону и, главное, предотвращение повторных ошибок. Указанный порядок урегулирования также был отражен в редакциях Уголовного процессуального кодекса 17 и 21 годов для недопущения необоснованного затягивания процессуальных действий и обеспечения защиты прав законных интересов сторон, участвующих в деле. В целях необходимости от сторон извлеченного подхода при подаче жалоб или предоставленных законодательством по предложению судебных органов были вынесены новеллы о том, что отдельные судебные решения
вынесены в ходе судебного разбирательства, такие как постановление о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного заседания, должны быть обжалованы в апелляционном порядке одновременно с обжалованием итога судебного решения по делу. Такие решения, как применение или изменение меры пресечения, о продлении сроков меры пресечения, кроме того, о помещении лица в медицинский и психиатрический стационар для производства экспертизы могут быть рассмотрены в порядке апелляции. Однако дальнейшее их обжалование кассационного порядка рассматривается уже вместе с окончательным решением, принятых по уголовному делу. Согласно частям 1 и 2 статьи 439 Указанного кодекса, Верховный суд является судом кассационной инстанции и пересматривает судебные решения на основании в порядке, установленном Указанным кодексом. Суд кассационной инстанции проверяет по кассационной жалобе предоставлению законности переговора, определения суда апелляционной инстанции. В связи с этим выступивший в законную силу судебное решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции осужденным, оправданным адвокатами и законными представителями, потерпевшим или его представителям, а также иными лицами, той части, которая обжалована судебное решение, затрагивает их права и законные интересы. В свою очередь, согласно положениям статьи 441 УПК, суд кассационной инстанции вправе проверить производство по делу части существенных нарушений норм процессуального права. На этой стадии не проверяется обоснованность переговора, поскольку не проводится судебное разбирательство, как при пересмотре дел в суде апелляционной инстанции. В связи с тем, что пересмотр судебного решения осуществляется исключительно по письменным материалам дела, суд кассационной инстанции не вправе, в частности, устанавливать или считать доказанными факты, которые не были установлены в переговоре. Таким образом, производство дел в суде кассационной инстанции следует считать исключительной стадией уголовного процесса, поскольку предметом пересмотра этой стадии является выступившее в законную силу решение апелляционной инстанции после их обращения к исполнению. Вместе с тем отмечаем, что согласно части 2 статьи 401 УПК устанавливает исчерпывающий перечень постановлений суда первой инстанции, которые не подлежат обжалованию и на которые не могут быть принесены представления сторонами. УПК не предусматривает перечень определений, выносимых судом до принятия окончательного судебного решения, которые могут быть обжалованы в кассационном порядке. Право обжалования кассационной инстанции, принятых в пределах своей компетенции, промежуточных решений, определения апелляционной инстанции, вышеупомянутой нормы не отменяется, а лишь указывается на рассмотрение их вместе кассационными жалобами или предоставлением на окончательное судебное решение. Институт кассационного производства является одним из действенных механизмов исправления судебных ошибок, выступает важнейшей гарантией защиты прав и свобод человека, а в случае их нарушения нижестоящими судами основным способом их восстановления. При этом главной задачей кассационной судебной инстанции является проверка правильности применения норм материального и процессуального права и посредством этого установления единой правоприменительной практики, отвечающей конституционным принципам справедливости и законности. Институт апелляционного и кассационного производства выступает в качестве действенных правовых механизмов исправления судебных ошибок, являясь тем самым важнейшей гарантией защиты прав, свобод, интересов человека. Таким образом, исправление ошибок правосудия является важным аспектом обеспечения справедливости и эффективности судебной системы, укрепления доверия к правосудию, соответственно, уважения к закону и, главное, предотвращение повторных ошибок. Конституционное право, осужденное на рассмотрение его дела вышестоящим судом, выступает неотъемлемым компонентом права на судебную защиту, поскольку она дает возможность осужденному лицу обжаловать свои дела и добиться того, чтобы возможные ошибки нижестоящим судом могли быть исправлены в вышестоящем суде. Оспариваемая норма не может рассматриваться как положение, ограничивающее права и свободу человека и гражданина. Также с учетом судебной практики, приведшей к необоснованным затягиваниям рассмотрения дела, кодекса были предусмотрены для того, чтобы обжаловать каждый судебный акт вплоть до суда кассационной инстанции сторон, участвующих в деле, не затягивали необоснованное рассмотрение дела. Они имеют своей целью исключить необоснованное затягивание рассмотрения дел, улучшить работу судов и упорядочить действия сторон, действующих в деле по подаче жалоб
Следовательно, оспариваемая норма не противоречит Конституции. В своем решении Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики от 21 октября 2020 года отмечала, что установление наличия судебной ошибки возможно исключительно посредством пересмотра и оценки судебного акта вышестоящим судебным органом. Именно это обстоятельство является первопричиной функционирования института повторного рассмотрения дела вышестоящим судом и пересмотра судебных актов в порядке кассации. Другими словами, единственным механизмом устранения судебных ошибок может выступать институт обжалования судебных актов, то есть наличие судебной ошибки или объективно противоправного действия, бездействия судья может быть установлено лишь актом вышестоящего судебного органа. На основании изложенного руководства статьи 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Токтокуной Талайгул Аскаралиевны о проверке конституционности статьи 439 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим частям 1, 2, 3, 4, 5, 6 статьи 23, статьи 55, частям 1, 2 статьи 56, частям 1, 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо.